В мемориале памяти и славы собрались сотни жителей республики. Обращаясь к участникам акции, посвященной очередной годовщине репрессий, Юнусбек Евкуров отметил, что многочисленные испытания, выпавшие на долю ингушей, народ выдержал с честью, проявляя невероятную стойкость духа. Когда нас депортировали в 1944 году, нас было 97 тысяч человек. Сейчас нас, если считать не только в республике, во всем мире, более 800 тысяч человек. Это опять ответ наш. Это опять воля Всевышнего, что народа нельзя покорить. Также на мероприятии присутствовали депутаты парламента, члены правительства, представители органов власти, духовенства и общественных организаций. Выступавшие подчеркивали значимость проведения подобного рода акций и прежде всего для нынешнего и подрастающего поколений. Сегодняшнее мероприятие, вообще сегодняшняя дата очень трагичная для нашего народа. И вот то, что мы именно в этот день собираемся и вспоминаем и те годы, и как бы то прошлое для нас становится как бы и уроком, и мы не забываем и тех, кто там остался. Вот эту дату нельзя, забыть нельзя эту дату, это очень трогательно и тяжело сегодня. Я желаю всем, чтобы больше такого у нас нигде не повторилось. То, что тогда пришлось пережить нашим предкам, нынешнему поколению, конечно, в полной мере представить сложно. Но это ни в коей мере не умаляет осознание молодежи того гражданского подвига, который совершили представители старших поколений. И сегодня они, проявляя патриотизм, отмечают, что такие страницы истории народа вычеркивать никоим образом недопустимо. Ведь у тех, кто не помнит своего прошлого, нет будущего. Мы не должны этот день забывать и скорбить по нашим погибшим. И мы не забудем этот день, будем каждый год ложить цветы, памятники, и будем вспоминать наших предков. Как представитель молодежи я должен помнить, и сегодня я именно моим присутствием обозначил то, что я помню, я скорблю со всем своим народом. Немало на митинге было и тех, для кого тяжелейшие годы ссылки являются частью их жизни. Во многом благодаря таким людям сегодня республика имеет возможность развиваться и процветать. Не дай Бог видит, не то слышит. А так слышит-то еще не так, не поймешь ты, когда ты говорит тебе это. Надо видеть и чувствовать на себе. Это трудное было время. Я как раз 14 лет мне был, когда выселяли. Я все помню. По дороге к местам ссылки за долгие годы пребывания в Средней Азии и Казахстане погибло огромное число наших земляков. Более трети населения ингушского народа было потеряно. По тем, кому не довелось вернуться на родные земли, собравшиеся совершили дуа. Хамзат Костоев, Малас Гагиев, Ахмед Асмурзиев и Бергем Асканов. Вести Ингушетии.